Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент аварии со скорой помощью на улице Тихомирного. Пострадали 4 человека. Водитель ключицу пробил с левой части до мяса. Водитель иномарки не пропустил медиков, которые везли ребенка в ДРКБ. Расскажем, как один таксист протаранил припаркованные автомобили на Профсоюзной. Я уж не знаю, как он не заметил, здесь целая линия машин стояла. А другой сел пьяный за руль и попал в аварию. А также момент наезда на ребенка в Челнах и возможность надолго лишиться свободы за пойманную стерлядь. Это и не только. Прямо сейчас. 5 человек пострадали в результате крупной аварии на перекрестке улиц Тихомирного и Туфана Миннулина сегодня днем. Форд Мондео врезался в едущую с включенными спецсигналами скорую помощь. Медики везли 14-летнего пациента в ДРКБ. Мальчик в школе потерял сознание. После столкновения карета скорой врезалась во встречные машины и рухнула на бок. Срочная госпитализация понадобилась всем, кто был в медицинском автомобиле. Как в фильмах пролетела, то есть она, собственно, на колесо споткнулась при ударе и именно летела над землей. Перевернулся. Авария произошла на его глазах. Мужчина рассказывает, карета скорой помощи двигалась по Тихомирного со стороны улицы Пушкина. И проблесковые маячки, и звуковой сигнал были включены. Форд двигался по улице Туфана Миннулина. Хоть ему и загорелся зеленый свет, водитель легковушки должен был пропустить медицинский автомобиль, но этого не сделал и врезался ему в правый бок. От этого удара скорую отбросило на встречные автомобили, остановившиеся на красный сигнал светофора. Не зеленый загорелся, а тот с этими сиренами ехал уже. Я не знаю, как не заметил его, не услышал просто. Ну, я как слышал, он уже перед светофором в любом случае ехал. Это я даю гарантию. Потому что у меня все закрыто было, я слышал. Водитель «Лады» стоял на светофоре за «Ниссаном». Именно на них фактически упала скорая после столкновения с «Фордом». Она прокинулась на бок и, проскользив еще несколько метров, остановилась. Она, получается, на обе наши, от Кашкая и эту отрикошетила. Я уже голову нагнул. Опустил голову, потому что я это вижу, на меня летит она. В стоящих автомобилях никто не пострадал. Людям сильно повезло. А тем, кто находился в скорой, потребовалась срочная госпитализация. В результате ДТП с места дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены 4 человека, в том числе ребенок 2008 года рождения. Обстоятельства ДТП выясняются. Степень виновности будет установлена в ходе следственных мероприятий. Мальчика с мамой везли в ДРКБ. По предварительным данным, ребенок потерял сознание в школе. Помимо него пострадали врачи и водитель скорой. Школьника из скорой вытащили, 2 женщин, докторов с легкими и водителя в тяжелом состоянии. Ключица пробил с левой части до мяса. Школьник встать не мог, в шоке. И 2 женщины с легкими ранениями были. Мальчика доставили в ДРКБ на другом автомобиле. Медиков и водителя скорой госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Мужчину прооперировали. Врачи борются за его жизнь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. Кроме того, следователи МВД могут возбудить еще одно уголовное дело по факту нарушения правил движения. В ходе расследования будет выясняться степень вины каждого из участников аварии. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». 8-летний ребенок попал под колеса машины во дворе одного из домов в Челнах. Он выбежал на дорогу из-за припаркованной машины прямо перед едущим автомобилем. Водитель остановиться не успел и сбил пешехода. После наезда ребенка отбросило на припаркованную машину. На видео видно, у нее сработала сигнализация. Водитель же, совершивший наезд, просто скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают автоинспекторы. Volkswagen толкнул Daewoo Matiz под Land Rover сегодня днем на проспекте Победы. Микролитражка остановилась на дороге из-за технической неисправности. Водитель Volkswagen не смог объехать Daewoo, врезался в него, отчего Matiz отбросила на левую полосу, где в это время двигался Land Rover. В результате ДТП пассажирка, 5-летняя девочка автомобиля Daewoo, получила телесные повреждения. Госавтоинспекция города Казани обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Крупная авария произошла ночью на улице Профсоюзная. Там водитель Kia Rio протаранил припаркованные на обочине автомобили. Удар был такой силой, что 2 машины оказались не на ходу. Хорошо въехал, понятно, лучше.
подкореживает. Каршеринговый Nissan принял на себя основной удар от Kia. Легковушку развернуло, у нее вырвало переднее колесо. Досталось и кроссоверу. Он теперь также не на ходу. От удара автомобиль, как бильярдный шар, полетел вперед на внедорожник Kia, который также был припаркован у обочины. Понятно все, собственно говоря. Просто не заметил. Я уж не знаю, как он не заметил. Здесь целая линия машин стояла припаркована. Водитель легковушки – таксист. Автомобиль взял в аренду. Говорит, только заступил на смену, заработать ничего не успел. Редкий работает, днем, ночью работает. Это была его первая заявка. Вез девушку-пассажирку. Почему не заметил припаркованные машины, не рассказал, но уверил, скорость не превышал. Минимум 60, больше нет. Девушка в аварии не пострадала. К месту назначения уехала на другом такси. Водитель разбитого автомобиля надеется, что все убытки покроет страховая компания. Машина полностью застрахована. А владелец внедорожника теряется в догадках, по каким ценам будут рассчитывать причиненный ему ущерб. Вы знаете, сейчас с нашими ценами в этом-то и проблема, что неизвестно, что и как будет. Тагир Валиди, Константин Бушуев, вызов 112. А на перекрестке улиц Халезова и Правды в Дербышках таксист стал виновником столкновения с Toyota RAV4. Он двигался по второстепенной дороге и должен был пропустить внедорожник, но этого не сделал. Почему, стало ясно сразу. От таксиста сильно пахло спиртным. Водитель «Тойота» двигался по улице Халезова. Машин ночью почти не было, дорога пустая. И не ожидал, что слева с улицы Правды перед ним выскочит «Лада Гранта». Что таксист сильно пьян, ему было понятно сразу. Конечно. Да, очень даже понятно. Авария сильно расстроила планы мужчины. Он намеревался доехать до дома и выспаться, но пришлось задержаться, чтобы оформить все документы. Неделю не сплю. Реально очень устал. Даже мне эти бумаги заполнять дают. И вот попросил сотрудников, чтобы помочь мне. Сам водитель такси рассказать, почему от него пахнет спиртным, не захотел и от медицинского освидетельствования отказался. Просто сидел в патрульном автомобиле и смотрел в телефоне кино. Но от ответственности его это не спасет. Теперь мужчину лишат водительских прав. Также он должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей и, вероятно, оплатить ремонт Тойоты. Если виновник аварии пьян, то это уже не страховой случай. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. 42-летний мужчина погиб при разборе здания бывшей обувной фабрики «Спартак». На него обрушилась кирпичная стена на первом этаже. Из-под завалов его извлекли очевидцы, но помочь мужчине никто уже был не в силах. От полученных травм он скончался на месте. Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту гибели рабочего на объекте, расположенном на улице Марселя Салимжанова. Представители надзорного ведомства оперативно выехали на место происшествия для выяснения причин и обстоятельств инцидента. В настоящее время проверка продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На Нижнем Бьефе Нижнекамской ГЭС на каме в 30 метрах от берега на льду лежит мужчина без признаков жизни. Об этом в службу спасения сообщили очевидцы. Спасатели передали тело рыбака сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства смерти мужчины сейчас выясняются. От 5 до 8 лет лишения свободы могут лишиться рыбаки, задержанные с поличным при ловле стерляди в реке Кама у деревни Соколка Мамадышского района. Они смогли выловить 122 рыбы. Ущерб природе специалисты оценили больше, чем в 500 тысяч рублей. Во время осмотра места происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято 14 удочек, 10 багров и буров, 1 болотоход, а также 122 рыбы редкого вида. Вся изъятая рыба и средства ловли были направлены на экспертизу в Федеральное государственное бюджетное учреждение. В отношении задержанных после проверки возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Помимо лишения свободы, она предусматривает и штраф до 2 миллионов рублей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.